В нашем проекте «Реальные люди» сегодня мы поговорим о башкирском движении в Башкортостане. Исполнилось 3 месяца, прошло 3 месяца с тех пор, как Ради Хабиров был назначен временным главой Башкортостана. Мы решили поговорить в этой связи, подвести какие-то итоги. И в качестве гостя мы пригласили башкортостанского политика Айрата Дильмухаметова. Добрый день, Айрат. Добрый день. Айрат, собственно, давайте начнем с подведения каких-то предварительных итогов. Я знаю, что вы говорили о том, что вы не будете критиковать временного главу вашей республики, пока не пройдет 100 дней с момента назначения. Как вы оцениваете первые 100 дней работы временного главы Башкортостана? Во-первых, наверное, действительно... Я, по-моему, не говорил, я что-то не помню, что я не буду его трогать 100 дней. Я, по-моему, писал про 10 дней. Вы писали об этом в Фейсбуке. Видимо, я писал 10 дней, а там 0 случайно как-то закрался, получилось 100 дней. Ладно. Но на самом деле я его действительно не критиковал эти 100 дней. Я так сам считаю. То есть мне говорят с одной стороны, с другой стороны, зачем ты мочишь Хабирова, не надо его мочить. Я говорю, так я же его никто и не мочит пока. Никакой критики особо не было. А то, что я высказывался, это такие просто кричащие вещи, мимо которых я, как его главный основной конкурент, потому что я тоже нацелен даже не на кресло главы, а на пост президента республики. Которого еще нет. Но он будет, по-любому будет. То есть, а как вы оцениваете деятельность Хабирова на этом посту? Пока единственное, что я могу сказать, наверное, поставить ему в заслугу, в актив, это то, что он более-менее навел жути в государственном аппарате, то есть в самом Белом доме. В самом Белом доме, наверное, у него какая-то власть на сегодняшний день есть. А вы удовлетворены тем, как он решает проблемы Шихан? Нет, конечно. Это, кстати, хорошо, что вы сказали, это та лакмусовая бумажка, на которой он сразу прокололся. И вся его псевдокрутизна, она просто как из воздушного шарика после иголки вышла. А что насчет съезда, который чуть не сорвали, в котором участвовали даже пожарные и медики, съезда башкирской общественности? Конечно, любые такие действия по недопущению срывов любых собраний, любых съездов, они, конечно, незаконны и антиконституционны. То есть, если люди любых убеждений собираются, пусть они собираются, их вообще трогать не надо. Но эта ситуация, которая сложилась с этим съездом, она как-то характеризует отношение Хабирова к общественности, особенно к национальной? Конечно, характеризует. Надо же понимать, кто такой Хабиров. Хабиров – это кремлевский чиновник, расцвет которого пришелся на нулевые годы, когда эта вертикаль власти, значит, клептократическая вертикаль власти, она в конец обнаглела. Сейчас они немножко, значит, стали скромнее, поворачиваются лицом к народу, вынуждены поворачиваться, потому что иначе их просто сметут. А так конечно, это недопущение этого собрания его красноречиво характеризует. И самое главное, здесь никакого даже здравого смысла нету, потому что если бы там действительно была какая-то критика имперского центра нынешнего колониального положения республики, или критика лично этого назначенца, которого нам прислали, как кота в мешке, Там этого ничего не планировалось. Наоборот, вот это собрание
собиралась, значит, присягать этому Хабирову. И зачем он его разгонял, я так, честно говоря, так и не понял. Ну, давайте перейдем к вопросам, к которым пока еще Хабиров никак не обращался. Но обращались общественники, активисты, в частности, организация «Свободный Идель-Урал». Вы наверняка помните и знаете эту историю о том, что организация выступила с инициативой о передаче 2 районов Оренбургской области Башкортостану. Как вы относитесь к этой инициативе? Речь идет о Гайском районе и вот приграничный с Казахстаном районе. Да, конечно же, я в курсе, но очень радостно, что это, вы помните, наша инициатива движения Четвертой Республики, она еще летом была озвучена, о возвращении исторических земель, подчеркиваю, не спорных территорий, как кто-то пишет. Нет, тут никакого спора на самом деле нет. А это исторические башкирские земли. Такая задача возвращения в лоно единого Башкортостана у нас стоит. Это примерно сейчас площадь 144 тысячи квадратных километров, то доведение до 180-200 тысяч. Это часть горно-заводской зоны Челябинской области, река Урал. И у нас не 2, у нас 3 района Оренбургской области. Потому что вот эти искусственные границы, которые в 2024 году в Кремле нарезали только для того, чтобы отторгнуть башкирский народ от братского казахского народа, но рано или поздно этот вопрос придется решать. Мы предлагаем это делать в совершенно легальном, правовом, ненасильственном ключе, обсуждая данную сложную проблему, не скрою. Я правильно понимаю, что будущее Башкортостана вы видите не в пределах нынешней территории Башкортостана? Конечно. Я считаю, что для динамичного развития, особенно нашей восточной части республики, вот это вот расширение территории, оно жизненно важно и необходимо. В первую очередь, здесь, конечно, железная экономическая логика развития данных территорий, потому что она представляет собой единый хозяйственный механизм, в первую очередь обусловленный сырьевыми запасами данных земель. Вот. А у нас получилось что сырье находится в одном регионе, а перерабатывающее производство в другом регионе, а все сливки снимает вообще, значит, регион, который вы сами знаете. Скажите, пожалуйста, вот с восточной частью мы более или менее поняли. А как вы собираетесь решать проблему с землями бывших Белебейского и Бирского уездов с татарским населением, который еще в 1922 году должен был пройти референдум и по их присоединению к Татарстану? Как вы относитесь к перспективе этих территорий? Ну, я, во-первых, о таком референдуме ничего не слышал, зато прекрасно знаю, что в территорию Первой Башкирской Республики, Валидовского Башкортостана, и Белебеевские, и Бирские кантоны, значит, просились и принимали соответствующие решения на уездных, волостных сходах, и особенно в период восстания, антикоммунистического восстания 20-21 годов, которое началось в Восточном Башкортостане, и которым руководил Валидовский Башревком, правда, без самого Валидова. Белебей, Бирск и другие территории – это неотъемлемая часть исторического Башкортостана. Если уж совсем углубляться вглубь веков, то я вам напомню, что, допустим, тот же Актанышский район и Мензелинский уезд – это тоже исторический Башкортостан. Но мы каких-либо территориальных вопросов к братскому Татарстану не поднимали, не поднимаем и не будем поднимать, и такого же ждем и от наших добрых соседей. Скажите, вот
башкирское движение в республике, я имею в виду в республике Башкортостан, оно что-то предлагает татарской части населения. Пока со стороны это выглядит так, что общественники и активисты спорят друг с другом, что вот эта земля наша, эта земля наша. Вот вы говорите о Башкирской республике в будущем, где не будет дискриминации по этническому и языковому принципам. Какие языки там будут государственными? В новом Башкортостане, я имею в виду, о котором вы говорите все время. Хорошо. Что мы имеем на сегодняшний день? Мы на сегодняшний день имеем народонаселение Республики Башкортостан. Да, конечно, мы его называем народом Республики Башкортостан, но по большому счету он народом еще не стал. Поэтому наш тезис о формировании будущей башкирской политической нации в условиях грядущих глобальных перемен и пассионарных условий, когда вокруг ядра башкирской политической нации, и это не только, а может быть даже и не столько этнические башкиры, это в первую очередь прореспубликанские, пробашкортостанские слои. Сюда входят люди от всех национальностей и любых религий. Главное критерий — это справедливость, пассионарность, самопожертвование, которое, разумеется, проявится на делах, а не на словах. Вот скажите, это а татарский будет государственным языком наряду с башкирским? Башкирская политическая нация. Куда самые лучшие элементы татарского этноса в Республике Башкортостан, конечно же, вольются. Это во-первых. Что касается государственного языка, то на обозримом отрезке истории, насколько я могу заглянуть вперед, у нас два государственных языка — это башкирский и русский. То есть татарского не будет в новом Башкортостане, о котором вы говорите? Татарского, разумеется, не будет и не может быть, точно так же, как башкирский язык не может быть государственным в Республике Татарстан. Но там разные пропорции все-таки. В Башкортостане вторая по численности. Здесь арифметика не канает. Здесь только речь идет о праве нации на самоопределение и создание своей республики. Здесь же мы же не килограммы взвешиваем в аптеке, правильно? Да, но 30% населения практически. Это столько же, сколько башкир в республике, нет? Кого? Татар. Да, конечно. И получается, их язык можно игнорировать или как? А кто говорил об игнорировании татарского языка? Ну, государственный статус, он предполагает определенную степень функционирования, да, то есть... Нет, я вас умоляю. В современной путинской России государственный статус вообще ничего не предполагает. А мы не про путинскую Россию говорим, мы говорим про Башкортостан, о котором вы говорите. Мы имеем, значит, статус госязыка, в итоге башкирский язык самый ущемленный. А в нашей, в будущей 4-й Башкирской республике, конечно же, статус госязыка это будет носить какие-то другие естественные условия. Но при этом, я еще раз говорю, вот смотрите, давайте такую ситуацию. Представим, что через 50 лет в результате процветания Башкортостана здесь армянская диаспора у нас вырастет до 20-25%. Вы нам что, предлагаете и армянам дать статус государственного армянского языка? Ну, армяне это все-таки не совсем армянский не является традиционным языком Башкортостана, а татарский является. Станут традиционными здесь, потому что здесь будет практически рай на земле. Или евреи сюда приедут. Нет, в международном праве есть точное определение. Государственного языка не будет. Почему? Потому что здесь право на самоопределение и создание Республики Башкортостан, это вытекает и даже из названия, есть только у башкирского народа. Но все другие народы, хоть татары, хоть кто, они будут полностью обеспечены в своих культурных, языковых, национальных правах. В одном из своих видео вы говорите, что башкирский язык в вашей республике обязательным должен быть. Вот что касается... Обязательным он должен быть для башкир. Да, правильно.
А вот что насчет, например, русского языка для башкир? Он должен быть обязательным? Смотрите, в последние годы, сейчас скажу, с 2006 года, что в Республике Башкортостан, что в Республике Татарстан, была Москвой проведена спецоперация, когда нашим республикам предложили изучать в принудительном порядке государственные языки, соответственно, башкирский, татарский, значит, и не башкирами, и не татарами, соответственно, в РБ и в РТ. Я с самого начала предупреждал, что это кончится обострением национальных отношений, и Москва, значит, по ее плану, опять же, будет выступать в качестве конечного арбитра и снимать дивиденды. Что и произошло. Никакого противоречия в национальном вопросе к 2005 году, ну, не считая отдельных моментов, практически не было. Вот из-за этого принуждения к обучению языку пошли проблемы. Поэтому башкирское политическое движение в лице 4-й республики, оно давно уже поставило вопрос о том, что мы сами отказываемся от этого. То есть я правильно понимаю, я правильно понимаю, что Башкирия в обязательном порядке изучает башкирский язык, в обязательном порядке изучает русский язык, но при этом русский изучает в обязательном порядке только русский язык? Последнее не понял. Башкиры изучают башкирский язык в обязательном порядке, только башкиры изучают его. Русский язык изучают в обязательном порядке башкиры, но русские изучают в обязательном порядке только русский язык. Да, конечно. Если вы хотите, русские хотят или татары хотят изучать башкирский язык, мы будем только рады. Но принуждать, заставлять никто не будет. Без русского языка... А татары какой язык будут изучать? В обязательном порядке. А татары какой язык будут изучать? Какой хотят. Вам не кажется, что такой подход, он как-то не соотносится с положениями в региональном законодательстве, что в Татарстане, что в Башкортостане, о равноправии этих языков? Все-таки госязыки, у них даже нет нумерации, что этот первый язык, этот второй язык, это все обычно придумывают коллеги. Как это соотносится с равноправием, с равным статусом этих языков? Ну, во-первых, для того, чтобы было равноправие, в системе государственной власти должен быть определенный механизм, который это равноправие бы обеспечивал. И такая система у нас заложена в Верхней палате представительной власти. Она будет и заниматься этими важными вопросами. Что касается обучения татарами татарского языка, здесь никаких проблем вообще нет. Задача башкирского государства обеспечить соответствующее количество бюджетных средств, учебников, методики, преподавателей, кадров. Все. А дальше уже татарские родители и их дети будут сами выбирать. Может, они захотят башкирский изучать, а может, они вообще никакой не захотят изучать. У нас же свободная страна будет, вы как не поймете. Свободная страна. То есть можно будет изучать английский? Можно будет изучать английский в качестве основного языка. Я правильно понимаю? Проблем. Английский, арабский, китайский, автомат Калашникова, без разницы. Скажите, пожалуйста, вот я пока готовился к этому интервью, посмотрел большое количество ваших видео и наткнулся на видео, которое вы опубликовали 31 декабря. Там вы выступаете с речью, довольно хорошо одеты, очень похоже было на то, как это делает, например, президент России. Вы себя чувствуете лидером нации? Я себя чувствую лидером башкирской политической нации. Которая включает в том числе татар Башкортостана и русских, да? Я правильно понимаю? Которая включает в себя далеко не весь сегодняшний народ Республики Башкортостан, но включает его лучшую часть, самую умную, смелую и радикальную. А насколько ваша кандидатура на сегодняшний день, какой уровень легитимности среди башкортостанцев, как вы думаете?
Я думаю, об уровне моей легитимности надо будет говорить где-то, скажем так, в августе-сентябре этого года, когда избирательная кампания будет приближаться к своему финалу. А по вашим Даже не ощущениям? по моим ощущениям, я лет 15 уже абсолютно легитимен. По Ну, моим ощущениям лично. как вы Почему? думаете, Потому вот ваш электорат, такой, основная его часть, это примерно сколько процентов населения республики? Ну, смотрите, я скажу вам, кто не является моим электоратом. Давайте так. Да, давайте. Моим электоратом не являются дураки и те, кто в доле с нынешней властью. Мгм. То есть те, кто голосует за Единую Россию, точно не будут голосовать за вас? Не понял. Единая Те, Россия? те, кто голосует за Единую Россию, точно не будут голосовать за вас. Я правильно понимаю? Да. Правильно. А, Как соотносится башкирская политическая нация, вот эта концепция, о которой вы очень часто говорите, с другой аналогичной концепцией российской политической нации, о которой в последнее время так активно говорят федеральные власти, даже продвигают, пытаются продвинуть? Как эти две политические нации в одном образовании соотносятся друг с другом? Ну, во-первых, не федеральные, а имперские вот эти политологи, естественно, они отрабатывают свой заказ. Ни о какой российской политической нации говорить нельзя, потому что нету ничего, чтобы объединило эту российскую политическую нацию, и нет соответствующих пассионарных условий. А о ее формировании мы можем сказать только после уже пассионарного взрыва. Вот. На сегодняшний день мы имеем лишенное всяких ориентиров народонаселение. Убогое, забитое, имперское народонаселение. Скажите, пожалуйста, какое у вас отношение к деятельности организации «Башкорт»? Ну, это общественная организация, которая, разумеется, тоже имеет значит, право на существование. Это такой клуб по интересам, но это общественники. Никакой роли и значимости в политической борьбе они не представляют и не имеют. Скажите, а вот сторонники организации «Башкорт», если завтра будут выборы, они будут голосовать за вас или за Хабирова? Но основная масса рядовых членов будут за меня. Почему вы так думаете? Ну, потому что я знаю ситуацию по местам, на местах башкирские нормальные радикальные ребята, они, конечно, все за меня. Почему? А Да. конформисты и приспособленцы, и, значит, карьеристы, которые пытаются что-то выгадать от этой колониальной администрации, конечно же, они будут за Хабирова. Угу. Скажите, пожалуйста, почему к своим избирателям вы всегда обращаетесь на русском языке? Я, по крайней мере, целенаправленно искал видео, в котором вы бы обращались к избирателям на башкирском, но не нашел. Может быть, конечно, я не нашел, но в любом случае основной контент у вас на русском языке. Конечно, тут два момента. Во-первых, русский язык дает полную стопроцентный охват всей аудитории. Русский, татарский, башкирский и так далее, потому что, естественно, русский язык понимают абсолютно все 100%. Это первое. Во-вторых, мне по-русски проще доносить информацию, чем на башкирском языке. А в будущем новом Башкортостане будет такая же языковая ситуация, когда всем понятным будет только русский? Но я же вам говорил минут 10 назад, что в исторической перспективе, лет 30-40, а может даже 50, русский язык по-прежнему будет у нас доминировать во всех сферах человеческой жизнедеятельности. И одна из задач башкирского правительства, когда мы как раз говорили о том, что все башкиры 100% должны изучать башкирский язык, а башкирское государство должно обеспечить соответствующие условия, наш язык сохранить, передать потомкам далее, чтобы он сохранился и не вымер, как вымерло очень много других языков. Скажите, у вас нет боязни, что
вы просто не успеете построить ту Башкортостанскую республику, о которой вы говорите. Я поясню, что я имею в виду. В последнее время очень часто эксперты говорят о том, что Кремль, московский Кремль, намерен ликвидировать национальное образование, прежде всего республики, и преобразовать Россию в унитарное государство. Вот если это случится, у вас нет ощущения, боязни, что пока это случится, вы не успеете создать то, что вы хотите создать? Нет, это ровным счетом ничего не меняет, а может быть даже, кстати, и помогает. Почему? Потому что, по сути, башкирский народ, он же уже стал политическим еще 100 лет назад, когда наши предки, валидовцы, вывели нас на вот эту космическую политическую орбиту. Мы республика, мы государство, и, значит, простыми указами каких-то нелегитимных деятелей это не отменить. Это у нас в крови. Как в крови у нас сознание вотчинников, людей, которые ответственны за нашу землю, за нашу республику и за наше будущее. Поэтому если они это сделают, мы это просто восстановим в еще больших масштабах. Вот и все. Четвертая ведь республика, она ведь рождается не на этих выборах 2019 года за кресло главы, я же говорил. Она родится в будущих глобальных событиях, которые ждет всю эту, значит, чудесную страну. Вот о чем речь. Поэтому отменяя, значит, статус республики, не отменяя, это ничего не меняет. Спасибо, Айрат, за интересные ответы. А я хотел бы напомнить нашим зрителям, что в гостях у нас был политик Айрат Дильмухаметов. Смотрите нас на нашем сайте idelreal.org и на наших страницах в соцсетях. До новых встреч!